Пути Кыргызстана и Германии пересеклись на Иссык-Куле. Здесь проходит кыргызско-немецкий бизнес-форум. В центре внимания логистика, а именно средний коридор и зеленая энергетика. Именно эти темы считаются наиболее перспективными в кыргызско-немецком сотрудничестве. Поиском точек роста в двухстороннем сотрудничестве занялись те, кто, собственно, и строит это сотрудничество. Представители госорганов, бизнеса и профильных ассоциаций двух стран. Большая часть сидящих в зале в некотором роде уже команда. Ведь такие встречи за последние годы перестали быть редкостью. На их полях завязываются новые знакомства, рождаются совместные проекты. А сам форум – это заключительное мероприятие Дней экономики Кыргызстана в Германии и Дней экономики Германии в Кыргызстане. Мероприятие данного формата, стартовавшего в 2023 году в Гамбурге, последующем получившего свое продолжение в прошлом году в финансовом и промышленном центрах Европы, Франкфурте на Майне и Мюнхене, впервые проходит на кыргызской земле, в городе Чолпон-Ата. Сегодняшний бизнес-форум – это своего рода подведение позитивных итогов упомянутых мной 3 мероприятий. Прекрасная возможность стать еще ближе друг к другу и узнать на месте перспективы сотрудничества. Для нас большая честь принимать кыргызско-германский бизнес-форум «День германской экономики» в Кыргызстане. Кыргызстан стремится строить инновационную, устойчивую, открытую миру экономику. Мы выстраиваем мост между традицией и модернизацией, природным богатством и цифровыми технологиями, устойчивостью и конкурентоспособностью. Мы уверены, что на основе доверия, взаимного уважения и конструктивного партнерства Кыргызстан сможет вместе с Германией преодолеть вызовы времени, укрепить стабильность и обеспечить процветание наших стран. Кыргызская республика открыта к сотрудничеству и готова быть надежным, ответственным и прозрачным партнером. Я очень признателен за гостеприимство и теплый прием. Для нас важно продолжать работу по укреплению двустороннего сотрудничества в торговой, экономической и инвестиционной сферах. На форуме кыргызская сторона предложила Германии усилить сотрудничество в сфере горнодобывающей отрасли сельского хозяйства. К слову, его производство за прошлый год выросло на 13%. Перспективными направлениями для инвестирования германскими компаниями была названа IT-сфера, включая строительство дата-центров. Но самый злободневный вопрос для Кыргызстана – энергетика. Страна просит Германию помочь с технологиями в этой сфере. За технологиями в сфере возобновляемых источников энергии к Германии Кыргызстан обратился, что говорится, по адресу. Страна сейчас активно и успешно реализует программу энергетического перехода. К 2045 году Германия планирует полностью перейти на возобновляемые источники энергии. Сейчас же ВИА в немецкой энергетике составляет чуть более 61%. Переходить полностью на ВИА Кыргызстан пока не планирует. Однако эксперты уверены, на одной гидроэнергетике, ее доля сейчас составляет 90%, продержаться не получится. Из-за географических, климатических особенностей региона вода в этих местах не только энергоресурс, но прежде всего важнейший компонент продовольственной безопасности. Потому и нужна диверсификация. И германский опыт здесь крайне необходим, как и немецкие инвестиции в возобновляемые источники энергии, а также исследования в сфере производства зеленого водорода. На сегодняшний день у нас есть компании, которым мы уже подписали в 2024 году меморандум соглашения о сотрудничестве и работаем. Это компания Siemens. На сегодняшний день есть компания Sun Energy, которая сегодня планирует строительство плавучей солнечной станции на водохранилище Токтогульского ГЭС. Поэтому я считаю, что у европейцев есть много чего взять. Это, как говорится, последние технологии в энергосекторе. Также сегодня вы прекрасно знаете, мы внедряем систему АСКУЕ полностью по энергосистеме Кыргызской Республики. Эти технологии, программное обеспечение, дата-центры, мы должны обучаться. И большой интерес ставим, чтобы наших специалистов могли обучить в Германии к этим технологиям. Мы заинтересованы в привлечении технологий из Германии. Экспорт электроэнергии не только в виде электроэнергии, в виде
товаров, как зеленый водород, как кремний и тому подобные такие энергоемкие товары. Развивать экономическое сотрудничество с Кыргызстаном выгодно по многим причинам. Республика обладает статусом ВСП+, который дает право на беспошлинный экспорт более 6 тысяч видов товаров стран Европейского Союза. В то же время страна является окном на огромный рынок ЕАЭС в 185 миллионов человек, а удобное расположение в самом центре региона может сделать его ключевым игроком среднего коридора. Но для раскрытия транзитного потенциала Кыргызстану надо решить вопросы улучшения сервисной и складской инфраструктуры, упрощения регистрации, контроля грузов. Одним словом, нужны вливания и опыт. И затем и за другим на форуме кыргызская сторона обратилась к Германии. Для немецких логистических компаний это новые возможности для укрепления региональной инфраструктуры. К 2030 году Кыргызстан планирует завершить строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Она станет ключевым компонентом среднего коридора и самым коротким путем, соединяющим Азию и Европу. Этот проект вызывает у Германии особый интерес. Вы именно строите вот эту новую трассу из Китая через Кыргызстан, Узбекистан до Туркменбаши. Это входится именно на среднем коридор. Нам нужно и для нашего экспорта, и импорт очень более-менее корректно способные транспортные возможности, цепочек поставок. И мы интересованы развивать эту цепочку поставок вместе и потом именно предлагать вашего товара тоже в нашего рынка и наоборот нашего оборудования здесь. О серьезной настроенности Германии работать с Кыргызстаном в сфере транзита говорит подписанный в эти дни меморандум о сотрудничестве между Кыргыз-Тимир-Джулу и немецкой компанией, целью которого является развитие взаимного сотрудничества по изучению оптимальных вариантов эффективного использования транзитного потенциала и логистических центров Кыргыз-Тимир-Джулу. Особое внимание на форуме было уделено сотрудничеству в сфере туризма. В последние годы Кыргызстан стал активно привлекать немецких туристов. К слову, туроператоры тоже возлагают большие надежды на развитие логистических путей, в особенности железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Строительство этой железнодорожной нитки даст для нас возможность организации туристических спецпоездов не только по центральноазиатской части шелкового пути, но и соединение китайской части шелкового пути по железнодорожной нитке, соединить ее с центральноазиатской частью шелкового пути, и мы могли бы тогда предлагать такие комбинированные туры на туристическом спецпоезде до Макпал, там пересаживать наших туристов на широкую колею и возить по странам Центральной Азии. Будь это Самарканд, Бухара, Хива, то ли Токмок, Бурана, Иссык-Куль. На следующий год мы отмечаем рост турпотока из Германии и из Европы в Кыргызстан и в Центральную Азию приблизительно плюс 17, плюс 18%, что дает нам возможность еще больше туристов привлечь из Германии в Кыргызстан. Отдельной темой кыргызско-немецкого бизнес-форума стало обсуждение регионального сотрудничества. Сейчас оно охватывает торгово-экономическую, финансовую и техническую сферы с акцентом на развитие малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций. У Кыргызстана уже сложились прочные связи с Тюрингией и Баварией. Партнерство с этими землями усиливается в образовании и экономике. Я работаю над улучшением связи сотрудничества между населением Кыргызстана и населением Баварии и Тюрингии в области экономики, культуры. Что касается образования, то немецкое образование очень доступно для кыргызских студентов, от них только требуется знание языков, английского, но лучше всего немецкого на уровне B2. Они могут и учиться в Германии и работать в немецких компаниях. Германии нужны специалисты из Кыргызстана, в особенности такие как медицинские работники, ремесленники. Сфера образования в кыргызско-немецком сотрудничестве занимает особое положение. Ряд вузов Кыргызстана достигли договоренности с немецкими предприятиями о дуальном образовании. Специальные программы позволяют кыргызстанцам на бюджетной основе закончить как бакалавриат, так и магистратуру в Германии. Особые ожидания от комплексного соглашения о миграции и мобильности. Оно должно быть подписано в ближайшее время. После подписания этого договора, я думаю, что молодежь реально получит возможность получить образование,
получить специальность, накопить опыт в Германии. Технология – это не только оборудование, это люди, которые умеют работать, люди, которые имеют передовой опыт. И Германия открывает двери своих учебных заведений русским студентам. Наша молодежь может получить и профессиональное, техническое образование, высшее образование. Кыргызстан и Германия движутся к более тесному экономическому партнерству. Результаты бизнес-форума в Чолпон-Ате – еще один шаг в этом направлении и ступень к новым достижениям. В ноябре в Берлине тоже будет следующий бизнес-форум по медицине, по зеленой энергетике, по цифровой экономике. Я думаю, именно вот частота, обширная тематика обратит внимание на возможности Кыргызстана, германских бизнесменов, и они, я думаю, найдут точку приложения. Логичным завершением форума стало заседание Кыргызско-немецкого делового совета. Главная цифра с 2020 по 2024 год товарооборот Кыргызстана с Германией увеличился почти в 4 раза. Участники делового совета сошлись во мнении: кыргызско-германские экономические соглашения развиваются успешно, однако потенциал их дальнейшего углубления остается значительным и не до конца раскрытым. Екатерина Такамбаева, Бакай Иген, Роман Федоровский, ТВ-15.